Всем привет из солнечного Крыма. Гурзуф на связи. 20 февраля. 0 градусов. Зима не покидает полуостров. Конец февраля решил нас поморозить слегка так. Хотя вчера в Симферополе ночью было минус 14. Нормально тогда. А в Ялте было минус 3 ночью. Минус 4. В общем, еще дней 5. 4-5 дней еще будет холодно, мороз. Потом будет потепление плюс 5, плюс 7, потом плюс 10. Все-таки уже весна скоро. Март. Вот. Так что холода скоро нас отпустят. Пройдемся сейчас по Гурзуфу. Наконец-то я попаду в это кафе. Вот. Оно сегодня открытое. Пообедаем сейчас. А потом пойдем дальше. Такие сегодня красивые облачка. В Гурзуфе, кстати, снега больше, чем в Ялте было. Ехал так, смотрел по дороге, по улицам. Вот. Ну что, сейчас зайдем. Никого там нету. Абсолютно никого. Местные так прохаживаются, гуляют. Сегодня четверг у нас. Трактир на воде. Называется это место. Так, ну что, пообедал я, в общем, в таком вот месте интересном. Первый раз, кстати. Все время, сколько приезжаю, все время у них было закрыто. А оказывается, они только работают с четверга по понедельник, а вторник, среда не работают. А я, видно, приезжал как раз таки в эти дни, когда они не работают. Ну да ладно. Ну неплохо тогда. Борщ, в принципе, вкусный. Салат. Цезарь с креветками только. Яйца что-то не ложат. Помидоры ложат, а яйца нет. Что-то тут подмерзло местами. На набережной. Плиточка. Вот так вот. Да, гололедик местами. Минус был. Ночью тоже минус был. Минус. Пальмы уже растаяли. Там он вверху на траве местами снег. Вот. Работников нету. Выходные.
Или уже полностью сделали все. Навес. Чайки, чайки одни вон. Кто плавает, кто ходит. Вот такая сегодня атмосфера в Гурзуфе. Вон снежок даже еще. О, кафешка закрыта. Гурзуф поселок курортный, вот чем-то похож там на Орджоникидзе, Коктебель, но там в Орджоникидзе своя атмосфера, здесь своя атмосфера. Здесь, конечно, больше горы, да, такие скалы, горы, зелено. Да, там, конечно, нет такого ни в Орджоникидзе, ни в Коктебеле. Там горы есть и море. Жирненький хлопчик. Я к вам. Там, конечно, такого, да, нету. Ну, в общем, везде по-своему, да, красиво. Вот. Везде красиво по-своему. Но здесь, конечно, цены на жилье будут дороже, чем в Орджоникидзе и в Коктебеле. Из-за красоты этой и то, что рядом с Ялтой, рядом с Алуштой. Ну, здесь, да, все, что в районе Ялты, Алушты, поселки курортные, они все дороже, чем у нас там под Феодосией. Вот. Да не, работники он внизу что-то варят, работают. Так, тут скользковато местами он. Тут, кстати, плиточка такая скользкая. Опа. Да, подмерзла. Ночью был -3, -4. Подмерзла так. Снежочек местами. Сосульки он даже висят. Так что... Ну, например, в поселках под Феодосией цены там 3 500, там 4 там, ну 4 500 максимум. Такой средний вариант. А здесь будут побольше. Ну, здесь тоже можно найти вот тут вот гололедик. Пройдем сейчас не спеша, аккуратно. Здесь тоже, конечно, можно найти и за 3, и за 4, но все зависит от того, как далеко идти к морю. Там минут 10-15, да, по таким ценам. Не, все равно, да, здесь цены больше, чем в тех местах Крыма. Здесь подороже жилье. Ну и, конечно, здесь, да, красивей. Но сюда, да, все прям едут сюда, здесь людей очень много.
летом. Кто, конечно, любит более-менее, чтобы было не так многолюдно. Пацаны в кроссовках думают, капец, скользко. Да, скользко. Гололедик образовался. Сейчас мы... Тут он, гололед. Еще не растаяло. Холодина. Холодина. Сейчас где-то 0 градусов. Ночью опять будет минус. Оп, 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 оп. Красота, ляпота. Что-то никто не играет. Холодно. О, Собакин бежит. Что ты? Не замерз, парень. Чайка, летит. Летают. Да, тоже он вся покрылась льдом. Снегом, льдом. Снегом, льдом покрылась. Красотища, да. Красотища. Сейчас пойдем кофе пить в кофейню. Пойдем пить кофеечек. Крымские чебуреки. Кто хочет крымские чебуреки? Закрыто. Ну, он мне говорил, что он только в выходные дни работает. Смотри, здесь тоже лед по всей набережной. Лед. Ну, конечно, тут они плиточку такую положили. Для, конечно, зимы она так себе. Ну, зима такая у нас. То есть мороз, то нету такое. Большинство плюсовая у нас температура. Там вот сейчас, да, уже сколько? Неделя уже холодная. А так в основном же плюс. Так, ну туда мы не пойдем. Сегодня даже выходные. Ларьки эти все. Никто не работает. Вон все подмерзло. Снежочек еще. История старейшего курорта России в Крыму. Гурзуф от 19 века до наших дней. Да. Территория там у них большая. Большая территория. Фу-фу-фу. Эти точки работают в любое время.
в любую погоду. Хлопчики, хлопчики. В Гурзуфе тоже коты одни. В Семейзе коты одни, в Гурзуфе. А в Ялте собаки одни. Котов нету, потому что их гоняют собаки. Так, ну тут такое стрёмно. Как гололед там. Увидим. А, тоже кофейня такая же, как на набережной. Мурзики бедные. Холодина такая. О, у нас спуск сюда. Точно мы не пойдем. Спуск весь покрылся льдом. Капец. Вот это да. А, хотя нет, вот есть пройти, в принципе. Можно. Не спеша. О, нормально. Все-таки чуть-чуть места осталось. Да. О, чайка сидит на самом верху, на дымоходе. А ну если увеличить, вон она сидит. Да. Опа. Так. Ну что, идем кофе пить. Тоже работает. Все по 40. Чебуреки. Ты смотри какой. Котофейкин. Мяукает. Мяу, мяу, мяу. Поесть дайте, говорит. Дайте поесть мне. Это он еще один. Котофейкин. Мурзик. Мурзик. Музей открытый. Работают всегда. Мурзиках он сколько. Ничего себе. Сидят. Мурзики. Да, прохладненько, прохладненько. Людей практически нет. Одни местные прохаживаются. Ну, туристы только, да, так могут приехать.
пройтись и поехать. Проезжают, снимают жилье в Ялте, в Алуште. Чтоб можно было и вечерком выйти, пройтись по набережной. А в поселках как бы так скучновато, да, зимой. Льдом покрылось все, пец. Все во льду. Фух. Вот сейчас налево пойдем кофе пить. Столовая по-домашнему. Но нет, спасибо, мы уже поели. Горы, вон. Пятачок тоже тут подмерз. Ну что, будет попозже включение. Что там на пятачке? Гололед. Гололед. Так, ну что, идем дальше. Там кофе не удалось нам попить. Там у них сильно скользко. Не почистили там они. Пойдем вон там, где столики стоят. Вон там пойдем пить кофе. Сидит, ждет. Что ты ждешь? Тоже кофеек. Что-то там у них сильно скользко возле кофейни. Да и тут он тоже гололедик. Нормальный такой. На подъемчике. Но хоть не везде гололед. Так, сейчас где-то там чуть дальше кофейня. Вон здесь кофейня, да. А на верхней я ж не могу. Я тоже, вот тоже. Здесь ничего не вообще. Вообще ничего. Кофе. Кофе.
Так, ну что, завершаем нашу трансляцию из Гурзуфа. Уже 5:30. Закатик. Красота вот такая. Скоро поедем домой в Ялту. Может быть будет вечернее включение из Ялты. Если пойду вечером на прогулку, то там что-то сейчас -1, -2 уже. Посмотрим, да. Но на всякий случай скажу: до новых встреч в горах, на трассе и на набережной.